Закрыть Ну, так, давайте тогда мы с вами сейчас поговорим про нашу электронную библиотеку. И про ее коллекцию открытого доступа. Значит, наша электронная библиотека, как и любая электронная библиотека, она призвана обеспечить простой и информативный доступ к пользователям к наиболее ценным и редким изданиям или нужным, или наиболее спрашиваемым изданиям. Сейчас мы говорим про вход в нашей российской национальной библиотеки. Доступ этот может быть организован как в стенах библиотеки, так и за ее пределами. Формат электронной библиотеки позволяет читателю максимально быстро получить доступ к необходимым ему изданиям, в том числе, например, большеформатные издания. Да, у нас, потому что в фонде есть огромное количество картографических материалов, атласов или газет, старинные газеты, они размера А1, А2, да, то есть формат, это большой формат. Значит, доступ к нашей электронной библиотеке может быть через совершенно разные точки. Вот здесь я показываю доступ через ресурсы, да, через вкладку «Электронная библиотека». Можно просто с главной страницы нажать кнопочку «Коллекция электронной библиотеки», вы попадете все равно в нее. Значит, что? Пара буквально общих слов. Значит, электронная библиотека Российской национальной библиотеки – это общедоступный информационный ресурс, реализация которого началась в 2000, но появилась все-таки сама электронная библиотека у нас уже в 2001 году. В настоящее время электронная библиотека включает в себя свыше 850 тысяч электронных копий документов, совершенно разных форм и ресурсов. Значит, когда-то у нас электронная библиотека была отдельной историей, да, то есть отдельно существовал каталог, отдельная электронная библиотека, которая пополнялась, и документы там были, и простые, там все выглядело очень своеобразно. С появлением нового электронного каталога Linux Libris она встроена в каталог, и читатель и любой пользователь, работая в электронном каталоге, сразу получает доступ и к электронной копии, если она есть. Кажется, на слайдах у меня этого нигде нету, поэтому давайте мы с вами это сейчас посмотрим. Так, сейчас мы посмотрим. Сейчас, да, я вижу, что вы пока ничего не смотрите. Теперь смотрите. Так. Не знаю, давайте что-нибудь. Потому что раз у нас уже сегодня поисковое слово карт, мы что-нибудь и поищем. Да? То есть можно прямо с первой страницы сайта сразу уже что-то искать. Значит, чтобы увидеть изданий, у которых есть электронная копия, можно воспользоваться фильтром. Вот она, кнопочка «Электронная копия». И он нам, собственно, показывает только те издания, электронной копии, которые загружены в электронную библиотеку. Да, вы видите, здесь вот появляются ссылочки, электронная копия и кусок распознанного текста. Не всегда, надо сказать, адекватный. Ну, дальше уже мы понимаем, что если книга перешла в общественное достояние, да, например, материал конференции 2029 года, то мы без всяких регистраций и авторизации мы получаем доступ к самому материалу и совершенно спокойно его читаем. Открывающий меню нам показывает, что мы можем также распечатать страницу, сохранить часть издания и сохранить издание целиком, то есть скачать его в формате PDF.
Если книга еще не поступила в национальное общественное достояние, если она охраняется законом об авторском праве, ну, вот как я, например, думаю, вот этот вот сборник статей 2019 года, то мы, скорее всего, увидим только часть издания. Так, видим часть издания? Нет, что-то мы тут видим все тоже целиком. Сейчас, подождите, я как-нибудь выберу пример. Да. Вот у нас тут новая книжка авторская, она, естественно, охраняется законом об авторском праве. Несмотря на то, что нам предлагается для открытия документа войти в систему, если мы находимся вне библиотеки, книгу целиком мы все равно даже после авторизации не увидим. Целиком электронная копия будет доступна только с компьютеров нашей сети. А сколько увидим? Увидим 15% текста. Ну, то есть, грубо говоря, читатель, который формирует список, или библиограф, который работает над списком, может по этим 15% понять, нужна ему эта книга целиком или не нужна. А это всегда начало или, например, объявление может быть в конце? Ну, давайте попробуем сейчас открыть. В качестве логина у нас сюда используется новый читательский билет. Это очень просто. Да, вот 16% с начала документа. То есть мы увидим самое начало. Если оглавление книги в конце, к сожалению, нам эти 16% нам ничем не помогут. Библиография, если у нас не предстатейная, а в конце книги, нам она тоже ничем не поможет, к сожалению. Это так, тут нельзя выбрать место вот этих 16%. Но мы не будем ждать, пока книжка загрузится, так как нам, собственно, все понятно. То есть это единственное ограничение доступа, да, которое есть. Все зависит от того, насколько старая книжка и насколько долго положен ее автор. Да? Мы помним, что книга поступает в общественное достояние, если со дня смерти автора прошло 70 лет. Если он был осужден, а потом реабилитирован, то 70 лет отсчитывается с момента реабилитации. То есть это вот такая история. Ну, понятно, что наши читатели не понимают таких тонкостей, поэтому нас все время спрашивают, а почему же вы все не отсканируете и не поместите в интернет? Да. Зачем как бы тогда вообще ходить в библиотеку? Ну, понятно, что вопрос это для нас, да, библиографов, библиотекарям, просто смешно, потому что, естественно, тут как бы момент какой главный один? Момент финансирования, да, где взять деньги на то, чтобы сканировать материалы. Наша библиотека, например, работает, конечно, над этим, но нельзя сказать, что очень много мы чего сканируем. Естественно, то, что сканируется за деньги, это отдельная история. Да, у нас есть служба электронной доставки документов, любой человек может туда обратиться, сделать электронный заказ, удаленно оплатить, ему пришлют сканированную копию. Естественно, если книга сохраняется законом об авторском праве, ему не пришлют всю копию целиком, ему пришлют часть. Можно разбить книгу на кусочки, заказать несколько раз, ты все равно ее получишь целиком за свои деньги. То есть можно так, да, сделать, да, и как бы тут отдельная история. Но если, как бы сказать, люди хотят просто целиком и бесплатно, то, к сожалению, этого не получится. Я чуть подальше про это еще скажу. Значит, что касается нашей электронной библиотеки. Вот так выглядит ее родная заглавная страница. Я вам честно скажу, так как я таким образом никогда и не пользуюсь, для меня это было прям даже открытием. Потому что я обычно через электронный каталог туда хожу, а тут я думаю, боже мой, какая красота. То есть, оказывается, там у нее есть своя страничка. Так, а у меня почему-то не на полный экранчик открылся. Так, вот, теперь, так, сейчас вообще ничего не открылось. Вот.
Да, то есть вот эта вот заглавная страница, она вот показывается у нас такая. Ну, буквально пробежимся по вот этим вот кнопочкам. Значит, новинки электронной библиотеки. Это ее новостная лента, в которой, соответственно, публикуются все новости, которые туда каким-то образом попадают. В основном это все касается новых загруженных проектов. Да? Вот про проект «Книжный памятник» я чуть ниже скажу. Значит, проект, вот, там у нас на предыдущем слайде последняя новость была вот эта вот подборка «День города Тула». Это подборки, которые делает наш отдел. В свое время нас зачем-то об этом попросил наш замдиректора по нашему направлению. Не знаю, зачем, как бы, где они, в чем они за это отчитываются. Мы за это отчитываемся как за обычные запросы. Да? То есть мы сделали подборку, это список. То есть нам предлагается выбирать какие-то события или какие-то моменты, не очень банальные, то есть не общие какие-то, не общие, да, не день знаний, да, не день народного единства, по которым подготовят подборки все. Нам предлагается выбирать какие-то более узкие моменты и, соответственно, из электронной библиотеки, чтобы это было доступно, то есть из коллекции открытого доступа мы делаем вот эти подборки по разным случаям. Вот здесь у меня, например, сделан слайд с подборкой день города Тулы. Да, у нас может быть там день города еще какого-то. Да, это очень просто, потому что, опять же, когда тут у нас нет ограничений по выбору темы, мы, естественно, выбираем, мы себе делаем жизнь немножко легче, мы выбираем тему, по которой есть материал, потому что специально, естественно, для вот этих вот моментов никто ничего сканировать не будет. Да, это совершенно исключено. Поэтому мы выбираем темы, просматриваем примерно, сколько есть на какую тему материала, выбираем тему и уже утверждаем ее в руководителя. Вот в октябре, например, у нас была подборка ко дню коронации Екатерины II. Потому что старого материала мы сканировали достаточно много. Екатерина II все-таки для нашей библиотеки это личность как бы такая значимая, она ее основала. Поэтому материала много, мы тоже, так сказать, подобрали туда все, что есть. Ну, вот тут вот книги у нас оцифрованные, периодические издания и, соответственно, иллюстрации. То есть, да, вот все, что касается города Тулы. Что еще выходит по новостной ленте? По новостной ленте, естественно, выходят все книги, которые загружены в проекте «Книжные памятники». Как вы, наверное, знаете, может быть, кто не знает, будет открытие, это совместный проект. Он осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Культура России» уже несколько лет. Книжные памятники – это печатные и рукописные издания, которые обладают какой-то выдающейся духовной или материальной ценностью. Понятно, что не все библиотеки такими располагают, но, соответственно, с помощью этого проекта эти духовные и материальные ценности, эти редкие книги становятся доступны всем. То есть проект «Книжные памятники» – это открытый проект. Кроме рукописей и книг, в него входят и гравюры, плакаты, нотные издания. Что касается библиотек, это в этом проекте участвуем мы, Российская государственная библиотека и другие библиотеки России. То есть, в принципе, чтобы попасть в этот проект, документ должен получить статус книжного памятника. Статус этот присваивает экспертный совет, он заносится в реестр, насколько я помню эту технологию, потому что начиналось это, как бы, мы не участвуем в отборе, мы буквально в самом начале, запуска этого проекта, в этом немножко с ним знакомились, но у нас отдельная группа занимается книжным памятником, у нас отдельный совет по этому вопросу, который этим занимается. И к следующему году они планируют отсканировать, то есть уже ввести в общественный оборот порядка 48 тысяч книжных памятников. То есть вот так вот.
например, это может выглядеть, да, это что касается рукописи. Вот рукописи у нас, они немножко выглядят не так, как сканированные книги, они у нас выглядят вот так, но это также открытый доступ, да, то есть вы также можете познакомиться с этим, если вам надо сами, рекомендовать своим читателям, то есть это все коллекция открытого доступа. Так, значит, вот что касается предложения читателей отсканировать всего. Естественно, мы стараемся часто учитывать как-то и мнение, и интересы читателей, но, правда, единственное, что в последнее время у нас перестали проводить какие-то анкетирования, но там были очень смешные, конечно, предложения. С 2017 года мы ввели вот такую вот возможность для читателей, это функция «Рекомендовать к оцифровке». То есть любой человек, любой читатель может, собственно, нажать на кнопочку любой записи, не имеющей электронную копию, рекомендовать к оцифровке. Естественно, нажатие на эту кнопочку не гарантирует стопроцентно, что книга будет оцифрована, как считают многие читатели. Потом начинают писать нам письма и жаловаться, что вот я неделю назад нажал, а ничего еще не произошло. Значит, что происходит дальше? Вот у нас есть просто специальный раздел, потом в электронной библиотеке можно посмотреть, что рекомендовано именно что оцифровано именно по рекомендации читателей. Как обычно это происходит? И я, как секретарь экспертного совета по контенту электронной библиотеки, могу подробно объяснить, что происходит дальше. Мы каждый год составляем перспективный 5-летний план на оцифровку, то есть на создание контента электронной библиотеки. В наш совет экспертный входят все фондодержатели, то есть хранители книжных фондов, журнальных фондов, книги, рукописи, газет, карт и так далее. И в соответствии с пожеланиями хранителей мы включаем в этот план какие-либо издания. Также у нас есть тематические подборки, например, там году педагога, да, соответственно, это будет тематическая подборка каких-либо изданий. До этого мы там, соответственно, что-то сканировали там, по балету, ну, вот, были какие-то, год кино был, мы, соответственно, сканировали по кино. Это идет отдельная тематическая история. Также есть раздел, куда включаются особо ветхие ценные издания, чтобы не выдавать их читателям, да, а сканировать, и можно было пользоваться уже в электронном виде. И последним пунктом идет вот этот огромный список, который нам рекомендовали читатели. Естественно, мы оттуда сразу же убираем все, что находится под охраной авторского права. Понятно, это невозможно. Туда никогда не включаются отдельные номера журналов, потому что это нелогично сканировать один номер, если тогда нужно в таком случае сканировать целую подборку. И, соответственно, вот все, что остается, оно в этом списке и есть. И наш отдел сканирования, когда они работают и понимают, что им, так сказать, нужно работать, нужно свой план выполнять, а фондодержатели по какой-то причине задерживают материал, потому что хранители, они же отсматривают, оценивают, как издание пойдет туда в сканирование, то есть можно ли его открыть вообще, можно ли вообще брать в руки, или его надо расшивать, или оно все просто развалится, или его нужно сначала реставрировать, то есть и далее происходят какие-то задержки. В таком случае наш отдел внешнего обслуживания, который занимается сканированием, они открывают список рекомендованных читателями и берут книги оттуда, если их опять же дают хранить. И вот таким вот образом книга попадает из рекомендаций уже в электронную библиотеку. И никак не быстрее. То есть, иногда, да, действительно, все-таки что-то мы по рекомендациям читателя, да, вот здесь 62 тысячи не сканировано. Такое, да, случается, но, естественно, это не значит, что ты нажал на кнопочку и сразу что-то произошло. То есть это происходит именно так. И опять же, да, мы все понимаем, что мы составили этот перспективный план, мы все с ним согласились, все его подписали, его утвердили, год начался, и какой-то вдруг возник проект совместный с каким-то учреждением большой на сканирование материалов. У нас просто такое было, когда все, что в плане, оно откладывается,
и делается как бы более срочные вещи. Да? А из этого плана оно потом плавно перетекает в следующий и так далее. Да? И в таком случае рекомендации читателя, они будут где-то на самом-самом последнем поле. Так, ну, коллекция все-таки такая у нас есть. Так, значит, ну, давайте теперь уже поговорим подробнее про сами коллекции, что в них можно найти. Вот если заходить через главную страницу электронной библиотеки, они выглядят вот таким вот образом. То есть несколько коллекций с флашечками и картинками, остальные просто перечислены между списком. Если мы заходим через кнопочку в электронном каталоге, кнопочку коллекции, то коллекция выглядит вот так, вот такими белыми прямоугольниками, и, соответственно, идут они вниз страницы. Значит, первая коллекция, которую я хочу показать, это коллекция «Картографические материалы». Это русские карты и атласы, начиная с XVIII века, планы Петербурга, планы других городов и губерний России, карты территорий Сибири, Дальнего Востока, Аляски. Это иностранные карты также туда входят, и разнообразные другие картографические материалы. Точно такая же система доступа, как и по всей электронной библиотеке. Если материал, если издание новое, да, если оно охраняется законом об авторском праве, доступ только внутри библиотеки. Все, что старинное, цены немалые, доступ открытый из любой точки. Вот таким вот образом выглядит сама карта, странички, да, и, соответственно, каждую страницу можно еще увеличить и посмотреть подробнее, что там внизу, внутри. Если материал в открытом доступе, можно его скачать и использовать для своей работы. Описание это у меня просто на слайде приписано, это взято из электронного каталога. Это не вот так вот выглядит. Вот как бы сама страница нашей системы электронной библиотеки, она вот сверху снизу. Полосочка. Значит, материалы по истории России. Это, соответственно, документы на русском языке по истории России, охватывающие период до начала 1917 года, да, когда у нас была, собственно, Россия. Вот, например, вот так вот выглядит материал из этой коллекции, да, то есть описание. Вот так вот вы увидите это, если будете искать через электронный каталог, то есть описание, сами, собственно, кнопки доступа. Вот таким образом выглядит карточка в электронной библиотеке. И вот так вот уже выглядит сама книга в электронной библиотеке. Следующая коллекция, которую я вам хочу показать, это коллекция национальной литературы. Это дореволюционные издания на финно-угорских языках России и на языках малочисленных народов. Отдельные есть коллекции, это книги на национальных языках и книги ОСА, это наши отдельно специализированные языковые фонды. ОСА – это отдел литературы стран Азии и Африки, в котором собраны все соответствующие языки, это отдельный фонд. И фонд национальных литератур – это, грубо говоря, литература народов бывших советских республик. Они у нас не относятся к основному фонду, они у нас являются специализированными. Значит, вот так вот выглядит это все в электронном каталоге. Также вы можете пользоваться фильтрами, да, то есть электронный каталог и поиск в электронной библиотеке – это одно и то же. То есть в электронной библиотеке вы либо выбираете что-то из коллекции самостоятельно путем просмотра или путем дополнительного поиска, или вы работаете с основным каталогом и ищете сначала в нем, а дальше уже вычленяете нужные вам электронные копии. То есть с моей точки зрения это единая точка доступа, это очень удобно, не нужно проверять в 10 местах. Вы сразу видите, есть
электронная копия или нет. Так, вот как раз книжка, да, из коллекции национальной литературы. Я бы специально подобрала тематические издания. Вот вы написали, там, ну, вы точно знаете, что этнографские языки и малочисленные языки малочисленных народов, Да. татарского там не будет, если чувашский язык? Чувашский. Нет, вот книги на национальных языках, это туда все входит. Другой коллекции. Да, другой вот коллекции. коллекция, да. Вся коллекция национальной литературы, соответственно, под коллекция книги на национальных языках, и там уже будет и чуваши, и мордва, и так далее. Да? То есть это все. Вот смотрите, у нас просто так исторически сложилось, что то, что в Российской национальной библиотеке называется русский книжный фонд, да, или русский журнальный фонд. Русский у нас включает русский, украинский и белорусский. Вот это как бы считается русский. Да, и каталоги, соответственно, организованы у нас таким же образом и хранение. А национальные языки – это, грубо говоря, все языки бывших советских республик. Это таджикский, узбекский, чувашский. Это все у нас хранится в отдельном специализированном фонде. Находится он на Московском проспекте 165 в новом здании. У них отдельные свои каталоги. Их издания присутствуют в электронном каталоге, но, к сожалению, не на 100%. Это специализированный фонд. Там хранители, соответственно, там люди, владеющими соответствующими языками, и они вот как бы живут своей жизнью, они не входят в основной фонд. Да, так же, как вот отдел литературы стран Азии и Африки. Да, там персидский, китайский, японский, корейский, они тоже являются у нас специализированным фондом. У них свое хранилище, свои каталоги, понимаете, да, что вносить в обычный электронный каталог запись там, на хинди, это невозможно, мы ничего не найдем. Поэтому они живут как бы там своей жизнью. Да? Потому что все, у кого используется в обозначении кириллица или латиница, это возможно создать запись, внести ее в электронный каталог и найти ее. Да? То есть это никакого затруднения не вызывает. А если это какая-то грузинская вязь старинная, то как бы тут уже никак, вероятно. Или как-то описывать это, переводить. Я не знаю, честно говоря, как они поступают. Просто по большей части у них свои каталоги. И плюс еще у них как бы хранители заключают свои конкретные фонды и владеют этими языками. Так, коллекция национальной литературы. Дальше у нас есть коллекция художественная литература. Тоже она делится на подколлекции отечественной литературы, зарубежная литература. Что касается художественной литературы, достаточно много мы в свое время оцифровывали совместно с Российской государственной библиотекой. Это был проект «Русская классика», в результате которого были созданы цифровые копии текстов художественных произведений русской классической литературы. То есть это 18-19 век, той, опять же, которая поступила в общественное достояние. То есть это все, что мы сделали с ними совместно. Тогда еще, когда этот проект мы реализовывали, не было еще национальной электронной библиотеки, поэтому записи были созданы как в нашем каталоге, так и в каталоге РГБ. То есть у нас есть некоторые пометки, что электронная копия создана на основе экземпляра РГБ. Такое тоже бывает, да? То есть как пока не существовало вот этого единого источника доступа, мы вот как бы, так сказать, обменивались электронными копиями. Также, например, в свое время достаточно много лакун мы смогли ликвидировать в электронном, правда, виде, не в традиционном, то есть настоящих книг у нас все равно живых нету, с помощью Национальной библиотеки Беларуси. Они очень много нам предоставили своих книг для создания электронных копий. Значит, опять же, да, вот книга находится и в коллекции национальной литературы, и также она входит в коллекцию художественной литературы. В описании у нее будет две коллекции. Коллекция художественной литературы. Также у нас есть и еще отдельная подколлекция книги для детей. Подколлекция огромная.
И ее уникальность хороша тем, что в нашей библиотеке собрано огромное количество книг 20-х, 30-х годов, начала 20 века. Потому что во многих библиотеках эти книги либо не сохранились, либо их не комплектовали, либо их списали уже. То есть у нас эти детские книги, многие лежат новые, потому что, как вы понимаете, в научной библиотеке их никто не читал никогда, поэтому есть возможность их сохранить. В огромном количестве мы много лет их сканировали, поэтому если вдруг они вам понадобятся, они очень, многие очень хороши даже сейчас, и выглядят по сравнению с современной детской литературой намного интереснее. То есть они все, естественно, опять же, да, не забываем про дату смерти автора, они в открытом доступе, те, кто, закрытый, они доступны для просмотра и для использования в своей работе. Да, если кто-то работает в детской библиотеке, очень советую, потому что никому не приходит в голову, что у нас такое есть, а у нас такое действительно есть. И оно в очень хорошей сохранности, этот фонд. К счастью, он никуда не делся, его не сожгли там в печках, а сохранили, потому что сами все знают, как выглядят детские книжки. Да? Это тоненькие книжки в мягких обложках, картиночками, которые очень сложно сохранить. Так, еще одна коллекция, это был тоже отдельный проект, как раз с нашими коллегами из научного отдела, это библиография краеведения, это их проект. Это памятные книжки губерний и областей Российской империи 1933-1917 год. Ее можно просматривать как коллекцию, соответственно, можно ее рассматривать как отдельный проект, у нее есть своя страничка на нашем сайте. То есть, в принципе, там тоже все не сложно, да, то есть, если это просто мы открываем коллекцию, там будет перечень того, что там содержится. То есть мы понимаем, да, что памятные книжки – это как адресные книги, достаточно существенный источник для разной информации, которая обычно нужна краеведам и людям, которые занимаются краеведением в различных территориальных моментах. Это универсальное справочное издание, я думаю, что, наверное, многие ими пользовались. То есть тут я вам открыла Вологодскую губернию, каждая губерния есть своя страничка, и, соответственно, уже к ней привешены конкретные выбранные издания. Вот так она выглядит, все стандартно. Очень хорошая коллекция, рекомендую пользоваться. Мне кажется, памятные книжки, наверное, все, что есть, мы, наверное, все отсканировали. Мне кажется, там осталось буквально очень немного. Это, к сожалению, у нас епархиальные ведомости как-то где-то застряли по дороге, хотя коллекция тоже у нас достаточно большая. Но мы стараемся над этим работать. Значит, одна из уникальных коллекций по своей полноте – это наша коллекция «Ленинград в Великой Отечественной войне». Она, в принципе, просто нету такой второй, не может ее быть, потому что эта коллекция, эти материалы, их начали собирать с осени 1941 года. То есть силами тогдашних сотрудников библиотеки это все, что относится к жизни Ленинграда в годы блокады, к обороне Ленинграда в годы блокады. Это все документы, которые поступили в этих условиях военного времени. То есть наши сотрудники ходили по издательствам, типографиям, собирали эти материалы. Особое внимание уделялось сбору фронтовой прессы. Вы понимаете, это вообще вещь очень недолговечная. Фронтовые газеты, они очень мало где сохранились. То есть это все собирали, материал делили на группы по видам изданий. И вот под коллекцией как раз все по этим видам они и расписаны. Значит, сегодня все материалы этой коллекции, они доступны в электронном виде. То есть вот что мне там дальше?
покажу коллекцию. Да, вот, например, фотографии блокадного Ленинграда, все фотографии загружены, они все доступны. Да, инструкции правила памяти. В основном, да, мы видим, что они направлены все на то, как что-то собирать, готовить, предохраняться от выпадения и так далее. Да, а информировать о помощи при ожогах, об отморожениях и фотографии, это, кстати, из коллекции у нас, это все из ТАСС, это хроника ТАСС, фотографии, созданные корреспондентами ТАСС во время войны. Они у нас отдельно вот этой коллекции и хранятся. Ну, работа по оцифровке продолжается, но в принципе, мне кажется, уже скоро должна закончиться, потому что коллекция действительно уникальная. Единственное, вот я сейчас посмотрела на блокадную коллекцию и вспомнила, что я хотела, но забыла показать вам, когда должна была готовить презентацию про запросы. Это наши блокадные запросы. То есть во время блокады наши пункты, как я уже сказала, работали и выполняли запросы, естественно, в основном прикладного характера, как приготовить еду там, из чего-то, или как там сделать спички, или как на производстве каких-то еще материалов. И вот они у нас хранятся в нашем отделе, в нашем фонде. Не все. К сожалению, часть запросов у нас в свое время забрали в архив из Пабагалим, они хранятся там, но некоторые остались пока еще у нас в библиотеке. Они у нас существуют, и вот я про них помнила, но потом, к сожалению, забыла. Потому что мы как раз, когда готовили выставку к столетию, мы их все доставали, показывали в витринах и фотографировали, чтобы потом можно было показывать, потому что доставать их все время, понимать, они, конечно, очень хрупкие. То есть такая вещь у нас тоже есть. Так, далее коллекция изографических материалов, разделена она также на подколлекции, то есть, в принципе, у нас все коллекции стандартно структурированы. Да, вот здесь вот это то, что у нас содержится в отделе стампов и фотографий, это наш отдельный фонд, который собирает изографические материалы. Ну вот, например, есть фотография 19 века, фотография Невского проспекта и вида на нашу библиотеку. Кто у нас был, может быть, это узнает. То есть понятно, что просто так читателю получить фотографию к просмотру, если он особенно не знает ни автора, ни что, что точно на ней изображено, это достаточно сложно. Здесь по ключевым словам он может совершенно спокойно подобрать себе материалы именно изографического характера. Это мы с вами давайте тогда можем, наверное, сейчас посмотреть. Это очень несложно. Перейдем обратно в электронный наш каталог. То есть для того, чтобы получить, мы с вами здесь выбрали фильтр электронная копия, мы сейчас можем также выбрать, здесь нет изображений. Чтобы посмотреть именно изображение. То есть просто вы выбираете тип ресурса, так вот они, изображение. И, соответственно, у меня не очень удачное ключевое слово, но, соответственно, дальше вы уже видите все изображения, то есть это уже точно не книжные материалы, все изображения, которые имеют электронные копии. Есть еще у нас возможность это все ограничить по рубрикам, по коллекциям, да, то есть, соответственно, есть еще какие-то варианты уже работы с поисковым запросом.
графические материалы мы с вами рассмотрели. Так, следующая коллекция у нас это будет коллекция «Русский авангард». Проект возник в свое время так достаточно стихийно, мы готовили к нему списки в свое время, потом уже сотрудники фонда хранители сами подбирали эти материалы. То есть это все, что касается искусства и вообще творчества поэтов, художников первой трети 20 века. Вот все эти книги, если они поступили в общественное достояние, они также доступны для просмотра. Помимо печатной продукции в электронной библиотеке у нас есть и коллекция аудиозаписей. В частности, коллекция аудиозаписей российского музыкального фольклора. Тоже у нас это есть. И можно с ней ознакомиться. Да, хранится все это у нас и формируется в фонотеке отдела модных изданий музыкальных звукозаписей, то есть это отдельный специализированный фонд. То есть у нас есть не только книги, газеты и журналы, есть еще ноты и аудиозаписи в том числе. Коллекция «Законодательные акты Российской империи». Я уже упоминала сегодня о проекте «Полное собрание законов Российской империи». Для него есть отдельная оболочка, чтобы с ним можно было работать поисковая, потому что, как вы понимаете, полное собрание законов пролистывать постранично, если тебе нужно найти закон не по дате, а по какой-то конкретной тематике, кроме описания закона у вас нет другой информации, да, читатель не может его, например, дать. Это возможно сделать с помощью... Это звонок у них, наверное. Это можно сделать с помощью специальной оболочки. Но это творчество не наших сотрудников, не нашего отдела, в отличие от адресных справочных книг. Это делали наши автоматизаторы, насколько я помню. Дальше, помимо законодательных актов, есть у нас коллекция библиографических указателей, которые также загружены в электронную библиотеку. В основном это издания до 1940 года, поэтому они все доступны из любой точки. Также это издания, правами на которые обладает наша Российская национальная библиотека, они также в открытом доступе, то есть вы можете с ними работать совершенно свободно. То есть понятно, да, если в вашей библиотеке нет большого фонда справочной литературы библиографической, это можно исправить. Особенно, что касается старой литературы. Да. Я знаю, что многие библиотеки не имеют такой возможности, приходится старую литературу списывать, да, хранить только актуальную и так далее. Мы храним все, поэтому у нас есть что есть. Помимо электронных копий, в электронной библиотеке у нас есть еще такая интересная вещь, как библиографические коллекции. То есть это коллекции записей, это не сами электронные копии. В таком виде это было создано, не знаю, честно говоря, история этого мне не очень понятна. Возможно, это связано с тем, что существует, это все пришло из нерекомендированных рядов, и это просто можно использовать как точку доступа, как каталог. То есть это не электронные копии. Например, коллекция Росика, это книги, иностранные книги о России, которые поступили к нам до 30-го года. Вот это просто записи на книге, да? Это не электронные копии. То есть это просто коллекция Росика здесь. Грубо говоря, это ее каталог. То есть это я вам просто показываю, потому что это такая интересная вещь. В электронной библиотеке коллекция не электронных копий, а просто записи. Так, значит, что еще у нас есть в электронной библиотеке? Как я уже в свое время упоминала, наша электронная система Вивальди, которая является хранилищем наших файлов,
она дает возможность разметки и, соответственно, доступа к разным частям файлов, к разным частям книги, к самой книге, да, в том числе и... Поэтому у нас такая есть раздел в электронной библиотеке, это тематические подборки. Коллекции тут всего 3. 2 из них Санкт-Петербург и Петербургские чтения, это делали наши, разметки эти ставили наши библиографы, библиографы нашего отдела. То есть вот эта коллекция, кусочек из коллекции Петербург, то есть книга о Петербурге, имеющем отношение к Петербургу, они были выявлены библиографически, соответственно, они были просмотрены, им были присвоены метки, присоединяющие их к какой-либо коллекции, то есть для быстрого поиска. Да? То есть если человеку нужно что-то о Петербурге, и он не хочет отсматривать большое количество изданий, он может воспользоваться коллекцией с подколлекциями. Да? Если ему нужно что-то по, вот это вот у меня из раздела строительства, мы можем это тоже посмотреть, вот это посмотрим на практике, это, мне кажется, это не очень понятно. Так, ага, вы еще вот это смотрите. Так, сейчас. Мишечка. Так, вот она коллекция Санкт-Петербург. Вот они, подколлекции, да, то есть вы можете выбрать именно ту подколлекцию, в которой вы считаете нужная вам литература будет, да, вот, например, путеводители по Петербургу, вот они здесь собраны в отдельные кучки, да. Также можно сортировать экземпляры по разным вариантам, да, вот мы здесь сразу видим электронные копии, и мы видим те книги, которые не имеют электронных копий, да, вот эти, которые вот без обложечек. То это книги, которые не имеют электронных копий, да. Вот эти все, да, имеют, и они все доступны для пользования. Так, ну вот как я уже сказала, то есть работа с электронной библиотекой, она может быть разная. То есть каждый подбирает то, что ему удобно. Можно сразу же войти в коллекции и работать с электронной библиотекой. Спасибо. Выбрать нужную вам коллекцию и работать уже внутри нее. Да? Вот у нас, например, есть коллекция, которая называется «Планета РНБ». Это все материалы, касаемые нашей библиотеки. Да? Вот мы открыли подколлекцию по истории и работаем уже с этими книгами. Да? Ну, то есть просто смотря, зачем нам это нужно. Тут 135 записей, в принципе, их можно просмотреть достаточно быстро, и это не критичный момент. Если у вас какой-то большой поиск, то, естественно, вот, если мы зайдем в коллекцию авторефератов, которые тоже, кстати, открытого доступа, авторефераты можно посмотреть все, которые нужны. Но здесь 300 записей, мы, естественно, таким образом ничего не найдем. Поэтому все тематические поиски лучше, естественно, проводить через электронный каталог, а дальше уже с помощью фильтров, воспользовавшись ими, вычленить нужные вам, если вам нужны только электронные копии или книги без электронных копий. Это все можно сделать уже через наш электронный каталог, потому что, как мне кажется, его поисковые возможности намного шире, чем просто работа с коллекциями электронной библиотеки. Опять же, коллекции у нас все открытого доступа, но многие издания в них закрыты, потому что они охраняются законом об авторском праве. Только это и есть ограничение.
Там же у нас нет никаких ограничений на наличие или отсутствие читательского билета. Но, как мы с вами видели, да, закрытую книгу, даже я имею читательский билет в библиотеке, да, и не просто читательский билет сотрудника, я открыть ее извне все равно не могу ее увидеть. Мне для этого нужно сесть за свой, да, рабочий компьютер и в нашей сети библиотечную ее открыть. Только это может быть ограничение. Так, что еще я вам хотела сказать? Так, ну, про электронную библиотеку, наверное, я все, что хотела сказать, сказала. Если какие-то вопросы, коллеги, вы еще там живые? Вполне. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы конкретные, не по последней теме, может, если есть что-то, о чем вообще вы хотите нас меня спросить? Потому что, ну, в принципе, коллекций, да, как вы видели, у нас много, но они все однотипные, они все устроены по одной структуре. Я, честно говоря, не знаю, очень много показывать одно и то же, наверное, не очень интересно. То есть мы посмотрели с вами несколько и видим, что, в принципе, организация их понятна, понятно, для чего они есть. Но как поисковый инструмент лучше все-таки использовать электронный каталог, тем более он дает такую возможность. Да, в некоторых случаях там есть отдельные моменты, когда существуют дуплетные записи, то есть запись на книгу, просто книгу, и запись на книгу с электронной копией, их может быть две, и они не сразу, как не рядом стоят. Такое бывало когда-то. Но мы боремся с тем, чтобы их как-то приводить в общий порядок, чтобы запись была одна, чтобы вся информация о книге была одна в одном месте, чтобы этим можно было пользоваться. Ну, просто если... Вы когда говорили о документах,